Константин Толкачев инициировал создание рабочей группы по искусственному интеллекту в Госсобрании. Да, и такие новости иногда появляются в нашем информационном поле, дорогие друзья. Так или иначе, я рад приветствовать вас очередным утром в начале новой рабочей недели. Это первая наша встреча в наступившем месяце декабре и наступившей зимой 2024-2025 года. Сегодня конкретно 2 декабря, понедельник, соответственно. И в ближайшее время я предлагаю провести вместе в рамках нашей программы «Аспекты республики». Здесь мы обсуждаем текущую информационную повестку региона, страны и мира в целом. Говорим о том, что считаем важным. Именно говорим. Поэтому я всячески призываю участвовать в диалоге и вас с помощью чата YouTube-трансляции. Для того, чтобы мой и так уж монолог, на самом деле, да, не превращался исключительно в поток мыслей, скажем так, одного человека. Правда, конечно, поток не сам по себе формируется, он формируется исходя из повестки, исходя из публикаций республиканских СМИ. И здесь в этом смысле мы ничего не придумываем, а опираемся на факты и события. Но все-таки оценка этих событий, она зависит от точек зрения. Поэтому точки зрения важны разные, в том числе ваши. Присоединяйтесь. Кстати, присоединяться я призываю не только тех, кто смотрит сейчас, но и всех тех, кто смотрит потом в записи, в Телеграм-канале, во ВКонтакте, может быть, даже в Одноклассниках на моей странице, куда я делаю репост, соответственно, этих эфиров. Везде я просматриваю ваши комментарии, поэтому реагируйте. От этого как минимум хуже не становится, а польза есть и для качества эфиров, и для их продвижения для новой, более массовой аудитории. Лайки, это уж я даже не упоминаю, хотя лишний раз не будет, значит, бесполезным это сделать. Напоминаю все-таки, да, ставьте лайки. Это нужно и очень необходимо даже для работы любого канала в Ютубе. Тем более, если речь идет про средства массовой информации, где нету веселого контента, развлекательного контента. Именно такой, как показывает опыт, набирает больше всего просмотров. А где серьезные разговоры, какие-то скучные, зачастую погружающие в уныние, с этим намного сложнее. Поэтому, опять-таки, друзья, ждем вашей поддержки хотя бы в виде лайков. Ну, а может быть, в виде добровольных пожертвований. Для этого есть все возможности. Ссылки в описании на Boosty и Donation Alerts имеются. Ну, а я вижу теперь ваши встречные пожелания доброго утра. Значит, можно смело начинать. Итак, с утреннего выпуска новостей медиапроекта «Эхо» давайте начнем. Значит, Министерство обороны России отчиталось о 15 сбитых за ночь дронах. По утверждению ведомства, они были перехвачены в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в аннексированном Крыму. Информации о жертвах и разрушениях нет. В свою очередь, украинские власти сообщили, что в Тернополе российский беспилотник попал в жилой дом. Погиб 1 человек и несколько были ранены. Массовые отключения света на срок до 8 часов в сутки ожидаются сегодня в Украине, предупредила компания «Укрэнерго». Ее представители поясняют, что это следствие удара российских войск дронами и ракетами 28 ноября по энергетическим объектам. В Украине за уходящий год возбудили 60 тысяч уголовных дел о дезертирстве, пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что это вдвое больше, чем за 2 предыдущих года. Сбежавшим с фронта военным грозит до 12 лет заключения. Мобильные укрытия установили на улицах в 2 городах Воронежской области – Борисоглебске и Бутурлиновке. Предполагается, что в них граждане смогут прятаться во время атак беспилотников. О закупке таких конструкций в ноябре сообщил губернатор Артамонов. Глава региона отметил, что был изучен опыт соседних Белгорода и Курска. Чиновники в Узбекистане объяснили задержание российского журналиста Алексея Пивоварова тем, что он работал без аккредитации. Об этом сообщили в агентстве информации и массовых коммуникаций. Сам Пивоваров написал накануне вечером, что после разговора с сотрудниками МВД его и съемочную группу отпустили.
В Грузии спецназ ночью оттеснил протестующих от здания парламента водометами и слезоточивым газом, передает BBC. Демонстранты бросали в силовиков петарды и запускали фейерверки. Протесты из-за решения правящей партии отложить евроинтеграцию не утихают в стране четвертый день. Президент США Джо Байден помиловал своего сына. Хантер Байден был признан присяжными виновным и ожидал приговора по 2 уголовным делам о нарушениях при покупке оружия и о неуплате налогов. Еще в сентябре глава Белого дома уверял, что не намерен подписывать указ о его помиловании. Это были новости телеграм-канала «Эхо Новости». Подписывайтесь на него, а также скачивайте мобильное приложение «Эхо». Это возможность слушать непрерывный аудиопоток, примерно так, как это было раньше, когда существовало радио «Эхо Москвы». Приложение устанавливается легко, и дальше, чтобы слушать, ничего не надо. Просто открывается приложение, и все автоматически работает. В дороге, дома, в автомобиле, где угодно, очень удобно. И примерно то же самое, что было все-таки на радио «Эхо Москвы». Итак, как раз тут вопросы по международной повестке поступают уже в чате. Network спрашивает, что я думаю о ситуации в Грузии. У меня там друг сейчас, вчера с ним говорил, он к протесту присоединился. Ну что ж, молодец, друг. Единственное, насколько уместно, наверное, не гражданину Грузии участвовать в этом. Ну, с другой стороны, если есть возможность, почему нет? Помочь той стороне, которой вы считаете нужным и которую вы считаете правой в данной ситуации. Сложная вообще картина в Грузии, конечно, сформировалась. Вполне, с одной стороны, объяснимая, с другой стороны, с сожалением, мною оцениваемая. Все-таки мне казалось, что ряды консерваторов, которые в любом обществе есть, ряды реакционеров, которые так или иначе возникают, особенно после таких тяжелых реформ, которые провел в свое время Михаил Саакашвили, так вот эти ряды должны быть вроде бы в меньшинстве. Условно говоря, бывшие полицейские силовики и их семьи, которых тогда Саакашвили, мягко говоря, всех заменил, да, и отправил в отставку, оторвал от кормушки коррупционной. То есть, и дальше по списку. Многие в стране тогда потеряли кормовую базу, так скажем, к которой они привыкли десятилетиями. И вот это все люди, которые европейскую либеральную политику. И вот почему этих людей стало сейчас большинство, и они побеждают на выборах не с подавляющим отрывом, конечно, но побеждают. И в итоге получается, что страна движется в сторону прокремлевской политики. Может быть, конечно, это обусловлено в том числе и страхами, но мне кажется, опять же, задабриванием, да, любого диктатора проблему не решить. Можно сколько угодно делать вид, что вы лояльны соседнему агрессору, диктатору, и таким образом пытаетесь его умаслить, чтобы он в конце концов не принял решение прийти к вам войной. Но это, опять же, как показывает опыт, никому раньше не помогало. И здесь, наверное, не поможет. Поэтому логично ли это поведение, скажем так? В общем, вообще, конечно, это тема, которая, может быть, и требует очень длительного обсуждения, но я так вкратце, коротко ответил на ваш вопрос, насколько это возможно. Так, ну ладно, а нам давайте все-таки пора переходить к нашим республиканским новостям, тем более, что кое-что вначале упомянул Константина нашего Борисовича, который про искусственный интеллект заговорил. Интересно, вообще понимает ли он, что это такое? Но заговорил и из своих подопечных решил собрать рабочую группу ни много ни мало. Чем, интересно, эта группа будет заниматься? Хотел бы я на нее посмотреть. Просто помните, я рассказывал, что членом одной рабочей группы при госсобрании я же был. Та самая группа, которая была создана по инициативе моей лично и других членов Совета по правам человека с предложениями смягчить, либерализовать законодательство о митингах. Это единственная наша инициатива, которая вылилась в поручение Радия Хабирова, которое хотя бы формально было исполнено. То есть рабочая группа была создана. Повторяться полностью не буду, я это все рассказывал.
как это все кончилось ничем, но заседания это прошли, и там было любопытно смотреть на этих самых людей, которые, как правило, делают умный вид. Подавляющее большинство из них являются просто статистами и просто так сидят и в нужный момент голосуют, как им указано. И есть несколько людей, которые подготовлены к тому, чтобы пытаться аргументированно оспорить те предложения, с которыми я и мои коллеги пришли в этот самый комитет, в эту самую рабочую группу. В общем, Потемкинская деревня одна сплошная, разумеется. И вот нынешняя по искусственному интеллекту, судя по всему, ничем иным не окажется. Не знаю. Есть у меня на этот счет большие сомнения. Ну ладно. Немножечко и относительно позитивных новостей, наверное, к утру понедельника можно будет обсудить. По крайней мере, исходя из того, что я вчера обнаружил при подготовке к этой программе. Портал УФА-1 сообщает о том, что делают с пережившей пожар и забытие усадьбой Бухартовских в Уфе. Чуть ли не единственный случай, который можно назвать относительно успешным развитием событий вокруг объекта культурного наследия. В центре Уфы продолжается восстановление усадьбы Бухартовских, пишет издание. Памятник архитектуры был построен в конце XIX века. Здание сильно выделялось на фоне других своей башней, хотя, в общем-то, их было 3, при этом утверждают журналисты. В современности здание пришло в негодность, и казалось, что проще его снести, чем сделать с ним что-то еще. Уфимцы опасались уничтожения здания, но в 1923 году начались и работы по его воссозданию. Значит, помимо жилого дома, здесь также была аптека, которая сохранилась и в советские годы. Позднее дом отдали под жилье простым уфимцам. В 1918 году дом расселили из-за ветхого состояния, а потом тут произошел масштабный пожар. Это было в марте 2020 года, почти уничтоживший памятник архитектуры. После пожара я и другие журналисты и активисты были на месте. Я там фотографировал, даже внутрь заходил. Мягко говоря, да, очень печальное было зрелище. С другой стороны, впечатляющее довольно зрелище. Действительно, дом необычный и очень такой масштабный, что ли. Даже если взять, что он всего лишь двухэтажный, и не какой-то там дворец, но все-таки комнаты просторные, светлые. В общем, ощущение было классное. И вот решили, что ее надо ремонтировать. Сам Хабиров не раз об этом говорил. Однако старое сооружение спасти вроде как не смогли. И поэтому руководитель проекта реконструкции Аделина Багаева, с которой поговорили журналисты УФА-1, заявила, что здание нужно было именно разбирать, потому что эксперты указали на аварийное состояние конструкции. Рабочие строили новую усадьбу и ее флигель вот последнее время, и продолжают это делать. В их руках оказались чертежи и эскизы, по которым сейчас все восстанавливают. Работы продолжаются даже в конце ноября, то есть, по сути, уже в зимний сезон. Мы просили по срокам, потому что лето выдалось очень дождливым. С этим не только мы, но и многие другие строители столкнулись, рассказали они. Когда разбирались с подвалами, то встречали различные находки, но особого внимания на них не обращали. Однако уфимский историк Павел Егоров напомнил, что в этом доме была аптека, и от нее могли остаться пузырьки. И точно, строители внимательнее стали разбирать подвал и нашли емкости с дореволюционными надписями. Помимо пузырьков нашли отлитые вручную кирпичи, шерсть животных, вероятно, верблюжья, ее использовали в качестве волокна, кованые гвозди. Все это станет экспонатом в музее, который хотят открыть в, собственно, этом доме, когда он будет восстановлен. В общем, хотя бы так, да? То есть местами можно говорить, что кое-что удается. А вообще, застройщик, который за это взялся, говорит главное: мы вложили и вложим сюда довольно много денег, но об этом не жалеем. Но, видимо, планируют как-то они все это дело окупить. Тем временем морозная погода, хоть и снега вроде как все еще нет, но морозная погода ночами стоит, поэтому уфимцы жалуются на обледенение дорожек в так называемом уфимском ожерелье.
Значит, ходить по пешеходным дорожкам очень сложно, потому что скользко, особенно в период оттепели, когда все тает. Первый лед появляется у самого входа на тропу Здоровья Уфимские Липы, близ улицы Зорги. Помимо того, что это часть ожерелья, это еще и дорога учеников музыкальной интернат гимназии. Впрочем, лед здесь не только скользкий, но и крепкий получается. Однако пройти по нему все еще возможно, пишут журналисты. За футбольным полем лед вновь появляется, на этот раз уже достаточно скользкий. Посетители леса обходят тротуар по снегу. Сложнее ситуация дальше, где подъем на улицу Парковую, в клинику БГМУ. Здесь 2 тропинки, каждая из которых во льду. Ну, в общем, дальше подробности о том, как разные участки выглядят, пишут журналисты Уфы-1. И здесь я просто позволю себе напомнить о том, что мало построить и запустить объект благоустройства. То, чем так любят заниматься наши руководители, в частности, глава Уфимской администрации Ратмир Мавлиев. Объекты благоустройства требуют непрерывного ухода и непрерывного вкладывания тех же самых бюджетных денег. Иначе это превращается в увядающий, деградирующий объект, а часто даже опасное для жизни и здоровья граждан сооружение. Каковым, по сути, стало вот это уфимское ожерелье. Если вы строите дорожку, то вы предполагаете, что по ней будут ходить регулярно люди. Значит, вы обязаны обеспечить ее пригодное состояние в любое время года. Либо вы должны ее оградить от использования людьми. То же самое касается любого другого объекта благоустройства. Но это, знаете ли, в среде чиновников, как говорится, здорового человека. В нашем случае у них цель одна – пустить пыль в глаза, что-то новое открыть, параллельно, конечно же, освоить бюджеты. Вполне возможно, занимаются подрядами какие-то нужные карманные компании, личные или, может быть, приближенных. А потом хоть трава не расти. Какое-то время они туда тратят деньги налогоплательщиков, например, на освещение. Постепенно это тоже приходит в упадок, а ремонтировать уже некому. И в результате через несколько лет мы имеем что? Потраченные бюджетные деньги и причиняющий ущерб и несущий риск объект, который на самом деле нужно демонтировать, еще выделив дополнительные деньги. В общем, о долгосрочном планировании, о реальном принесении пользы горожанам, жителям вообще любого другого муниципалитета, к сожалению, речь не идет в нашем случае. Вот простой этому пример, как только что мы с вами обсудили. Еще одна добрая новость. Ну как еще одна? Предыдущие добрыми назвать нельзя, но вот здесь, наверное, все-таки именно так. Соколы-сапсаны Уралсиба помогли ученым отследить миграцию птиц на зимовку. Благодаря работе проекта, проводимого банком Уралсиб, наверное, кстати, эта публикация коммерческая в «Коммерсанте», но такая милая, я за этими сапсанами слежу, вот как минимум с 2019 года. Поэтому не мог не взять эту новость. Очень любопытно. Даже поднялся как-то, придя в гости к неким сотрудникам летом, по-моему, 2020 года. Мы поднялись на самую крышу и наблюдали этих сапсанов, как они там летают, и птенцы уже учились летать. Кто не в курсе, на крышу здания Уралсиба в Уфе уже лет, 10, наверное, точно, гнездится одна и та же пара соколов-сапсанов, ежегодно и, высиживает и выращивает там птенцов. Понятно, их там немного обычно вырастает, 1, 2, 3. И, в общем, из года в год эта семья возвращается. Значит, около 20 лет они там гнездятся даже, пишут вот в «Коммерсанте». Значит, с 2019 года банк ведет ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства. Я и, собственно, с тех пор слежу тоже. А также проводит кольцевание птенцов при поддержке группы орнитологов и ветеринарных врачей проекта «Атлас птиц города Уфы». Это позволяет отслеживать их миграционные пути и изучать особенности поведения. А все желающие могут в прямом эфире увидеть процесс появления птенцов на свет. Значит, появившуюся на свет на крыше Уралсиба в 2019 году самку сапсана по имени Сибирь на этой неделе заметили и сфотографировали в греческом городе Ларисса. Ее опознали по кольцу с номером на лапке.
птенцы сезона 2019 года были первыми, кто прошел процедуру кольцевания в рамках проекта Сапсаны Уралсиба. Вот так вот. Это событие стало значимым для орнитологов и любителей птиц, так как оно подтверждает удивительные миграционные способности сапсанов, которые могут преодолевать тысячи километров в поисках мест для зимовки. Вот так вот. Хоть что-то стабильно и более-менее вызывает радость и даже улыбку, да, из тех новостей и событий, которые вокруг нас с вами происходят. Наш зрительный нетворк как раз сообщает, что завтра в Грецию уезжает, может, там ее увидит. Но интересно, да. Снег в Башкирии есть. Ну вот я про Уфу. Вчера вечером в Уфе, собственно, снега, можно сказать, не было точно. На утро, я не знаю, ну вроде не ожидалось. Я понимаю, что в республике снег есть, республика большая. В горной местности, в общем, он как выпал еще в конце октября, так и не сходил. А в Уфе все-таки со снегом беда. Вот. А Вадим нам пишет вдогонку того, как он проехал по улице Октябрьской революции, где стоят дома с заколоченной фанерой и дверьми. Это те самые дома, объекты деревянного зодчества, которые кто-то обещал к 450-летию Уфы отреставрировать и запустить в виде магазинчиков и ресторанчиков. Но там, в общем-то, ничего этого не случилось. И, судя по всему, судьба этих домов примерно, в лучшем случае, такая, как у усадьбы Бухартовских. То есть их нужно будет разобрать до фундамента и заново построить. Потому что спасти то, что там находится, ну, я не знаю. То есть, конечно же, я на месте не нахожусь и не специалист, но мне кажется, с каждым днем становится все менее и менее возможным. Так. Навигатор к нам присоединяется с пожеланием здравствовать всем. Молодцы, друзья, и делайте так же, как он, а все остальные. Присоединяйтесь. Чем больше ваших комментариев и лайков, тем больше шансов, что трансляция будет просмотрена, в том числе новыми зрителями, не только подписчиками канала, но и теми, кто, может быть, прямо сейчас в Ютубе что-то ищет или будет искать в ближайшее время, несмотря на сложности с доступом к Ютубу. Я просто напомню на всякий случай о том, что есть способы бесплатные, которые позволяют все это дело смотреть, пользоваться. И не только наш канал, да, но и все остальное. Если что, обращайтесь к нам в редакцию с помощью бота обратной связи в Телеграм-канале. У «Аспектов», конечно, есть телеграм-канал со всеми новостями, и в описании самого телеграм-канала есть бот обратной связи. «Аспекты», бот. Туда мы принимаем сообщения о событиях, о новостях, вопросы, а также просьбы помочь, например, с обходом этих самых ужасных блокировок интернета внутри России. Блокировок, безусловно, введенных и продолжающихся исключительно по цензурным соображениям. То есть впрямую нарушается, по-моему, 29-я статья Конституции, где сказано о свободе слова и о том, что цензура запрещена. Дальше. «Коммерсант» подсчитал, что Башгосфилармония потратила на форум России и Казахстана свыше 39 миллионов рублей. А сайт госзакупок опубликовал информацию о 15 договорах между Башкирской госфилармонией и подрядчиками различными на проведение форума межрегионального сотрудничества этих двух стран. Значит, наиболее дорогостоящей частью стало проведение культурной программы телевизионной премии ТЭФИ «Капитал», которая обошлась в 13,3 миллиона. Еще 12,3 миллиона рублей было потрачено на организацию торжественного приема и музыкального фестиваля «Голос дружбы народов». Потрясающе. Вот только на одно мероприятие, одного форума потрачено денег в разы больше, чем, например, бюджет издания «Аспекты» за все время его существования. Просто-напросто эффективность вложенных рублей хочется на этот счет подсчитать. Сколько людей посмотрели, узнали, почитали что-то важное за время нашей работы, да? И причем это происходит в режиме нон-стоп. Многие из вас являются нашими постоянными зрителями и подписчиками.
ну то есть буквально исключительно от нас, да, получают основную долю информации по Башкортостану в частности. А здесь что? Несколько десятков человек собрались, пообщались, прошло несколько дней, и это уже забылось на самом деле. Пройдет месяц, год, вообще никто и не вспомнит, ну а деньги потрачены. Потрачены, как говорится, с умом и со вкусом для отдельно взятых участников этого процесса. Форум межрегионального сотрудничества прошел с 26 по 27 ноября, вот недавно, буквально в минувшие выходные. И на основной площадке во Дворце борьбы, который также за огромные деньги был совсем недавно построен. Кстати, в мероприятиях принимали участие артисты Оскар Абдразаков, а также народный артист республики Элвин Грей. Боже мой, какое словосочетание. Также в фестивале принимали участие коллективы Башкирского государственного академтеатра оперы и балета, а также Республиканского центра народного творчества. Ну вот, видимо, ради чего такие серьезные бюджеты. Шучу, конечно, по поводу того, что эти бюджеты направлены на зарплату этих артистов. Ну, Элвину Грею, скорее всего, да, с Абдразаковым, но все остальные, скорее всего, копейки на этом получают. Медиакурсеть пишет о серьезном, и тут надо обратить внимание на эту публикацию. Она посвящена недавней драке в Уфимском кадетском корпусе. О версиях произошедшего мы тут высказывались. Я предполагал самые разные сценарии, но более или менее внятной информации у нас не было. И вот, значит, скандал о беспределе в стенах прославленного училища. Я уж не знаю по поводу прославленного, но это терминология медиакурсети. Так вот, этот скандал набирает новые обороты. Запись разговора с одним из школьников опубликовал телеграм-канал «Честный репортаж». В интервью, которое взяли у молодого человека, он утверждает, что регулярное унижение и избиение со стороны старших товарищей к младшим стали в интернате нормой. Руководство, по мнению парня, о всех конфликтах знает, но предпринимать ничего не хочет. Большая часть издевательств, по словам воспитанника интерната, исходит от обучающихся командиров отделений, ни много ни мало. То есть дедовщина чистой воды якобы процветает вот в этом учебном заведении. То есть в то время, когда наши вооруженные силы, по крайней мере, по официальным данным, ну и по показаниям тех, даже вот кого я лично знаю, за последние годы умудрились изжить такие проблемы дедовщины, по крайней мере, в том безобразном и страшном виде, в каком дедовщина пришла в российскую армию из советской, по-моему, она все-таки исчезла. За счет вот сокращения сроков службы, за счет перераспределения обязанностей, за счет так называемых реформ Сердюкова, того самого, да, которого увольняли из Минобороны за коррупцию, все-таки с точки зрения дедовщины улучшения произошли. И вот несовершеннолетние в кадетском корпусе, казалось бы, да, где под контролем руководства, воспитателей, всяких там военруков живут, ну и родители неподалеку, в общем-то, это же что, кадетский корпус в пределах Уфы, там много ребят из Уфы просто живут вне дома. И вот такой беспредел. Мягко говоря, вопрос. У вас под боком, друзья мои, в кавычках, идет СВО, враг не дремлет, а вы над своими издеваетесь. Так и хочется нравоучениями заняться. С другой стороны, вспоминается, а что творится в рядах, собственно, вооруженных сил, даже в зоне так называемой СВО. Сколько свидетельств тому, как сослуживцы друг с другом обходятся, как командиры относятся к своим подчиненным зачастую, особенно к тем, кто, по мнению командиров, сделал что-то не так, выражаясь мягко. Опять же, в подробностях давайте сейчас об этом говорить не будем. Я думаю, что кто информацию потребляет и ищет, и интересуется вообще этой темой, прекрасно знают, что такое яма, что такое заминусить, по-моему, так называется, да? То есть отминусовать. Сейчас не могу точно процитировать, но в корне этого слова минус находится. В общем, все, как мы любим, в кавычках. На самом деле не любим, конечно же, да? Это все ужасные проявления
ну чего, кстати, низших каких-то низменных человеческих качеств, которые приправляются безнаказанностью и очковтирательством, которое царит в определенных средах. А в этой среде, судя по всему, опять же, судя по информации, на которую я ссылаюсь, это все прекрасно царит и уживается. Вот. Ой, как интересно. Билли Карстен. Доброе утро, Руслан. Я думал, вы уже не работаете, а тут вылезло. Раньше был на Эхо подписан и смотрел программы. Ничего себе, а где вы были 2,5 года? Мы не работали на этом канале с 4 марта по 1 апреля, то есть меньше месяца 2022 года. 4 марта был последний эфир «Эхо Москвы», он уже только в Ютубе работал. А 1 апреля мы уже вышли на этом же канале в качестве аспектов Башкортостана и с тех пор не прерывались, ну разве что на выходные. Так что мы работаем и работаем даже лучше, во многом, я скажу, на сегодняшний день, несмотря на то, что сложности, конечно же, намного больше, и нас, как людей, меньше на сегодняшний день, но работаем, в том числе благодаря вашему вниманию. Так, навигатор тут пишет. Часть Грузии бунтует. Что думает народ Башкортостана о трудовых мигрантах Средней Азии? Народ присоединится с русской общиной против трудовых мигрантов Средней Азии. С чего это вдруг? Мне кажется, нормальные жители Республики Башкортостан ничего против мигрантов из Средней Азии не имеют. Более того, понимают необходимость и пользу их присутствия на территории Башкортостана. Я сейчас даже не говорю о том, как они снабжают республику доступными, качественными продуктами сельхозпроизводства, я не знаю, дынями, арбузами, фисташками и прочими дарами природы Центральной Азии. Но сколько работ выполняют все-таки, поскольку людей в мирное это время, мужских рабочих рук, зачастую мужских, хотя не только, не хватало, и это надо понимать. Вся эта ксенофобия и шовинизм великодержавный, который сейчас взращивается на федеральном уровне, на мой взгляд, нормальные люди поддерживать не должны. Есть в мигрантах определенные сложности, они сами с трудом адаптируются. Зачастую возникают где-то недомолвки, недопонимания. Но это то, скажем так, меньшее зло, с которым можно и нужно иметь дело. На мой взгляд, это вполне себе нормальная история. Вот. Интересно. Так, прошу прощения. Вот так вот бывает. Билли пишет, у меня в России другой аккаунт в Ютубе был. Потерялось просто, а вот сейчас нашлось. Прекрасно. Побольше бы таких людей, кто нас терял, а потом нашел. И действительно, я понимаю, что вот среди тех подписчиков, которые у нас есть на канале, наверняка многие уже и новые имеют свои аккаунты, или кто-то вообще перестал пользоваться Ютубом из-за того, что блокировки эти самые мешают им пользоваться. И поэтому чаще надо делиться, я считаю. У себя делать репосты, хотя бы на YouTube-канале, если у кого-то есть, или в других социальных сетях. Это очень помогает и подстегивает, скажем так, работу нашу, благодаря тому, что есть аудитория, есть обратная связь. Это непременное условие, скажем так, деятельности любого YouTube-канала. В Жилино под Уфой, где власти планировали построить завод вместо школы, произошло неожиданное, на первый взгляд только неожиданное. А именно, власти отреагировали на возмущение жителей. Значит, первый зам главы Министерства земельных и имущественных отношений Республики Дмитрий Суслин в разговоре с изданием «Пруфы» рассказал, что изначально запланированное в деревне строительство промышленного объекта будет перенесено в другой населенный пункт. По словам Суслина, в министерстве прислушались к мнению местных жителей и учли их опасения, касающиеся строительства промышленного предприятия. На основе полученных обращений совместно с главой администрации Октябрьского района Сергеем Плотниковым было принято решение о переносе.
А зачем тут опять повтор этого сообщения, да? Ну, в общем, вот, тут как-то все непонятно в тексте с точки зрения деталей, но главная эта мысль услышана. То есть власти типа прислушались к жителям этого села. Я тут что хочу сказать. Дело в том, что они, как это у нас заведено, обращались с видео к Бастрыкину как минимум, по-моему, даже к Путину они обращались. Но тут вроде как обошлось без вмешательства этих товарищей. Вот. И я видел публикации, правда, как бы подтверждения официальных этому нет, что якобы данный завод одного из предпринимателей там должен был появиться не по инициативе, скажем, но с поддержкой ныне находящегося под следствием вице-премьера Алана Марзаева. Уж не знаю, правда, неправда, имеет это значение, не имеет. Но суть в данном случае такая, что если это так, то неудивительно, почему власти пошли на поводу у местных жителей. То есть, если проект лоббировал Марзаев, а Марзаев ныне в опале, по крайней мере, с точки зрения правоохранителей, то в дальнейшем поддерживать этот объект некому становится, и его легко можно задвинуть куда-нибудь на задворки истории. Если бы объект принадлежал и поддерживался кем-то из тех, кто сейчас на коне, то есть большие сомнения, что на просьбы людей кто бы то ни было отреагировал бы таким положительным образом. Вот. Ну, за жителей остается порадоваться. Молодцы в этом смысле. Молодцы. То есть вышли с требованиями, хоть что-то сделали, попу свою хоть иногда подняли, да, с диванов для того, чтобы отстоять свои права. Как показывает вот эта конкретная практика, иногда желания и конкретные шаги по отстаиванию прав, оказывается, работают. Тем временем глава республики похвастался новым логистическим центром «Озон» за 4 миллиарда рублей. Об этом пишут, конечно же, и в официальной пропаганде, и вот, например, в пруфах. «Еще год назад здесь было голое поле», — сказал Хабиров. «Теперь работает один из крупнейших логистических комплексов компании «Озон», которая стала резидентом нашей территории опережающего развития Благовещенск». Хабиров отметил, что центр был построен компанией «Ромекс», а Башкирия оказала инвестору большую поддержку, включив проект в перечень приоритетных и сопровождая на разных этапах. По мнению Хабирова, новый логистический центр имеет большое значение для развития электронной коммерции в республике. Так, новый логистический комплекс, по словам главы республики, позволит сократить сроки доставки и снизить затраты местных предпринимателей. Вот хорошо вообще, да, с точки зрения экономики, развития сервиса, когда появляется что-то подобное. Тут лично у меня сомнений никаких нет. Вот. Другое дело, преподносится нашими чиновниками как лично их достижение. Можно подумать, вот они это все сделали. По большому счету, будь нормальный подход к бизнесу у властей и вообще прозрачность всего и вся, да, отсутствие вот этих вот бюрократических препонов, бизнес сам бы развивался. Ему главное что? Ему главное не мешать. Но нет, в отдельных случаях, когда у нас все-таки не мешают бизнесу, преподносят это как сверхдостижение. Смотрите, мы им помогали. Я почему умышленно как бы использую эти термины? Бизнес говорит, не мешайте, а власти говорят, мы помогали. Вот сколько не общался с предпринимателями, они всегда говорили в беседах, для нас что такое помощь власти? Это не вмешательство власти в наши дела. Вот пусть не мешают, мы сами все сделаем. Ни денег не надо, ни людей не надо, ничего не надо. Не мешайте просто. Ну, в общем, а у нас как принято, да? То есть вот эти вот ленточки, которые любил Муртаза Губайдулович перерезать, он хотя бы их перерезал, знаете ли, на объектах, которые все-таки строились за счет властей. Либо за счет денег бюджетных, либо тогда еще за счет денег Башнефти, которые он мог себе позволить попросить у сына, например, на постройку той или иной школы или детского сада. Известная практика, в общем, это не секрет ни для кого. А здесь что? Вы, значит,
просто-напросто не помешали Озону построить свой объект, но при этом пришли перерезать ленточку для того, чтобы, видимо, достигнуть какого-то пиар-эффекта. Кто-то тут скажет, ну что, Руслан, критикуешь? Ну действительно же хороший объект, но почему бы руки не пожать друг другу? Тут можно, наверное, отчасти с этим согласиться, но это же рабочее время, в конце концов. Оно же драгоценное, разве нет? Можно в это время встречи проводить деловые, что-то хорошее, важное решать, совещания, в конце концов, проводить. Может быть, какой-то смысл имеется. Нет, нужно выехать красиво под камеры, ленточку перерезать. Вроде, конечно, выходной, кто-то скажет. Ну, не знаю. Сложно, конечно, вот прямо однозначно оценить либо негативно, либо позитивно эту новость. Но вот я мыслями поделился на тему того, что бизнес работает и так неплохо, если ему, опять же, не мешать. Далее. По поводу того, что нужно быть осторожными и внимательными в повседневной жизни. Житель республики съехал в автомобиле в реку и не выбрался. Обратите внимание, вот мы на прошлой неделе вспоминали мужчину из Караидельского района, который на велосипеде пересекал Уфимку и провалился под лед. Эта история обернулась потом очень трогательным эпизодом, связанным с его собакой, белкой, да, которая 4 дня не уходила с места, ожидая своего хозяина. И вот новое сообщение. Житель деревни Штанды Балтачевского, родного для меня района, съехал на автомобиле в реку. Водитель за рулем Нивы сдавал назад задним ходом и съехал в реку Ташкурку. Знакомая речка, совсем небольшая, кстати, при этом. Машина быстро полностью погрузилась в воду, и, как установили сотрудники МЧС России, возможности самостоятельной эвакуации у мужчины практически не было. Местные жители самостоятельно достали автомобиль из воды. В машине находился погибший 72-летний мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа, пишут СМИ. Вот пожилой мужчина так нелепо скончался. Так что надо быть осторожными. Вот. А что касается деревни Штанды, если вдруг кому интересно, это не просто деревня, это деревня родина матери бывшего руководителя региона, матери Рустема Хамитова. И в последние хамитовские годы во главе республики и в первые там 1,5, по-моему, где-то года Хабирова его мать, еще на тот момент здравствующая, как минимум лето проводила там, в родном доме, как раз неподалеку от этой самой реки Ташкурки, а мы туда частенько приезжали летом на родник. Я любил родниковую воду из разных мест, и в том числе вот из этой деревни. От райцентра Старобалтачева это недалеко, чуть больше 10 километров, по-моему, по хорошей асфальтовой дороге, поэтому добраться не было никаких проблем. Вот. Где-то в соцсетях фотографии этих мест даже публиковал, по-моему, даже и не раз. Так. Тут Network спрашивает про Руслана Габасова, признанного иностранным агентом. Хороший вопрос. Мы общаемся, мы недавно виделись даже. Вот. Если вы за ним следите, он публиковал посты с мероприятия в Берлине. Соответственно, мы тут не могли не пересечься. Более того, есть шанс в ближайшее время вновь увидеться. И вот, кстати говоря, можно подумать на тему разговора для вас. Что касается Разифа Рауфовича, Ахмедянов Вадим спрашивает. Мы на связи, и Разиф Рауфович не жалуется. То есть работает даже, скажем так, вы могли его видеть как минимум раз на страницах пруфов. Он приходил общаться с Рамилем Рахматовым и Рауфой Рахимовой. Вот. И я думаю, что в ближайшее время вы в отдельных каких-то публикациях этого издания его также увидите. Это не значит, что он устроился на работу в издание «Пруфы» прям полноценным сотрудником редакции. Нет. Но какие-то отдельные журналистские проекты без цензуры он там, как я понял, планирует делать. Вот. За что респект и благодарность пруфам, то, что они дают такую возможность. И если при этом действительно возможность абсолютно открытая, нецензурная, то отдельная, как говорится, спасибо. Но мне кажется,
что Разиф Абдуллин, если бы его куда-то пригласили и поставили бы какие-то ограничения на сегодняшний день в плане открытости и неподцензурности, он бы, наверное, не согласился. Я в этом, в общем-то, убежден. Вот. А так, я думаю, что и в наш эфир мы с ним выйдем в формате интервью, как это сделали в прошлом месяце. Вот. Кстати, на этой неделе в связи с поездкой меня будет меньше. Надоело, наверное, уже. Я буквально на прошлой неделе все эфиры провел один. Вот, будет меня меньше, Женя Коноплина будет больше. Вот. А что касается вторых программ, которые у нас обычно в сетке имеются, аспекты мнений, здесь остается сказать, следите за анонсами, потому что заранее сказать сложно. Вообще на эту тему могу сказать, что действительно, как показал опыт, стало сложнее намного со спикерами. Люди боятся. Те, кто находится, либо боятся, либо объективные причины там по болезни людей зачастую заставляют в последний момент отказаться. Вот на сегодняшний день у меня десяток, знаете ли, спикеров, которые в очереди по разным причинам не выходят. Кто-то уже прямо сказал, не могу себе позволить. Кто-то находит причины, я же не знаю, правда это или нет. В общем, так или иначе, все откладываются и откладываются. Есть люди, кто, в общем-то, совершенно логично и справедливо ничего не боятся и выходят на эти эфиры, даже изнутри, да, кто живет, собственно. Те, кто живет вовне, разумеется, только рады. Вот. Опять же, но не все. Вот, к сожалению, например, Лилия Чанышева, да, освобожденная, но до сих пор в списке террористов и экстремистов находящаяся, она говорит, что пока не может и не будет общаться с вами через наше издание. Тут уж я не знаю, опять же, в чем истинные причины, но могу предположить, что вполне себе понятные и ожидаемые причины. То есть они с Алмазом планировали заняться семьей, что вполне тоже и ожидаемо, и похвально. Почему бы нет? В общем, множество тут разных деталей. Вы спрашиваете, может быть, конкретнее, я буду отвечать. Про Андрея Потылицына я говорил в прошлый раз, почему он не появляется у нас теперь. Это его решение. В общем, не просто все с этим, друзья мои. Так. ЮТВ задаются вопросами по поводу роста цен и пытаются на них ответить. Почему растут цены на продукты и как их остановить? Значит, корреспондент издания сообщает, с 28 по 30 ноября проходит выставка продуктов «Наш бренд». Проходила уже, получается. На выставке собрались представители наиболее крупных торговых сетей и поставщики продукции. Поэтому, глядя на ценники в магазинах, мы решили воспользоваться возможностью и спросить напрямую, чего нам ждать. Очередного скачка цен или рано или поздно мы все же увидим приемлемые цены. Наивные, да? Значит, менеджер по подбору персонала торговой сети «Байрам» сказала следующее. Вообще потребительская корзина будет расти, потому что происходит инфляция и цены растут. Поняли? Условия для поставщиков и производителей тоже меняются. Все реагируют на эти изменения, поэтому все выставляют ту цену, которая для них более конкурентная и позволит заработать. После этого разговора мы поняли, что нам необходимо поговорить с производителями. Забегая вперед, на вопрос об изменении цен каждый из них ответил одинаково и ожидаемо. У нас в этом году произошло повышение цен от 8 до 12%, а с 2025 года запланировано повышение цен на фоне текущей годовой инфляции. Плюс-минус все ответили именно так. Это к разговору о том, что кто там у нас? Депутат Журова, да? С позволения сказать, законодательница, бывшая спортсменка-конькобежка, возмущалась. А что это у нас молоко дорожает на фоне роста курса доллара? Типа молоко же это наш продукт, он же не за доллары покупается. Это вот кем надо быть, чтобы не понимать взаимосвязь роста цены на молоко с ростом курса доллара? Да, само молоко не покупается в Европе или в Америке за доллары, но черт подери. Но надо же понимать, что производственная цепочка любого продукта, в том числе молока, завязана на импортные
комплектующие хотя бы на том или ином этапе. И избежать роста цены по всей продуктовой линейке, когда растет доллар, невозможно. Да, на цену конечную рост валюты влияет по-разному. Но, условно говоря, на какой-нибудь iPhone, который целиком покупается за границей за валюту, курс доллара влияет прямо пропорционально. А на цену молока, разумеется, не так прямо, но все-таки влияет. Ну, я не знаю, не нужно ли быть экономистом, каким-то специалистом, чтобы не понимать таких простых вещей. Но у нас депутаты зачастую не только не являются профессионалами, но являются популистами, да, которым лишь бы что-то такое сказать, что может понравиться начальству и иногда может быть оценено плебсом, да, жителями, обычными горожанами и сельчанами. В общем, хорошего ждать от цен в ближайшее время вряд ли возможно. Государство, судя по всему, на самом высоком уровне приняло решение пройти определенную девальвацию где-то на треть. Это, на мой взгляд, в прошлом человека, занимающегося инвестициями, финансами. Как это случилось в 2014 году, для того, чтобы снять все вопросы по поводу балансирования бюджета, скажем так. То есть сейчас при таком курсе даже еще более дешевая нефть, даже еще более существенные скидки, которые вынуждена Россия давать, продавая нефть на восток, позволят сформировать бюджет даже с его повышенными военными расходами бездефицитным образом. И таким образом выплачивать вовремя все вот эти вот и социальные там какие-то пособия, и пенсии, и выплаты военнослужащим, а также семьям погибших этих самых военнослужащих. И формально в глазах людей будет сохраняться видимость всеобщей стабильности, более того, даже благополучия. А то, что цены на некоторые позиции вырастут на треть, как бы проходили, и это не является каким-то сверхъестественным событием для нашей страны. Люди это нормально проглатывают. Более того, рынок как-то приспосабливается даже, потом цены корректируются обратно в сторону понижения. В целом они остаются, конечно, выше, чем были до повышения, но небольшой спад, например, на технику через несколько месяцев, он обычно формирует, скажем так, впечатление у наших людей, что смотрите-ка, все вернулось на прежние позиции, на круги своя, хотя даже если это не так. В общем, работать с общественным мнением с точки зрения экономической ситуации особенно у нас в стране внутри, у власти, у режима прекрасно получается. Это нужно признавать, и в этом смысле нужно отдать им должное. Да и в принципе экономика чувствует себя намного более стабильно, нежели прогнозировали многие наблюдатели в первые месяцы так называемые СВО. Если интересно на эту тему более подробно, вот экономист Владислав Иноземцев, иностранный агент, разумеется, на эту тему опубликовал прекрасное исследование. И он констатирует факты, с которыми нужно считаться. В экономике страны ситуация выглядит сильно лучше, чем прогнозировали некоторые товарищи в связи с тем, что началось в феврале 2024 года и последующими после этого санкциями. Так, тут по поводу новости про омбудсмена башкирского народа Айгуль Леон Network писал выше. Да, я в курсе этих событий. Единственное, тут как бы по поводу народа в целом, наверное, сложно говорить. Но действительно, башкирская диаспора, проживающая в разных странах мира, некоторые представители, скажем, этой диаспоры, разумеется, не все, объединились и провели онлайн-мероприятие, в котором провели выборы. Подробностей на этот счет у меня нет. К сожалению, принять участие не смог, хотя планировал даже. Вот. И в качестве омбудсмена они избрали Айгуль Леон. Если кто не знает, в Ютубе загуглите, есть видео с ее участием, есть интервью. Активистка из-за границы, так скажем. В общем, я вашу просьбу услышал и понял. Будем на этот счет, как говорится, предпринимать действия. Вот. Ну а
на этом этапе я буду заканчивать. Время наше подходит к концу, и новости сегодняшнего утра исчерпаны. Увидимся с вами в «Аспектах республики» завтра в это же время. Ну а в течение дня не забывайте ставить лайки и писать комментарии не только под эфирами, кстати говоря, но и под новостями, которые также активно публикуются у нас и в YouTube-канале, и в Telegram-канале. Обязательно, друзья, пожалуйста, делайте это. То есть я уж про финансовую поддержку к каждому не обращаюсь, я понимаю, у каждого свои обстоятельства, но хотя бы вот то, что не требует денег, но требует хоть каких-то усилий, это вот то, что можно и нужно делать. Это эффективно, поверьте мне, как показывает опыт. Вот. Спасибо за проведенное время и будьте здоровы. Увидимся завтра.